у меня сегодня есть обращение по орбите, по компании ЖУК по поводу непонятного выставления каких-то счетов, каких-то потом информационных. А можно вот показать, допустим, то есть, наверное, нет. Сначала, наверное, другое. Сначала другую. Сначала, наверное, мне бы хотелось, да, вот такую. Вот, я так понимаю, что руководитель здесь. Скажите, пожалуйста, а вот это для чего было выставлено собственникам и нанимателям жилых помещений о том, что у них с 1 января повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а после этого, причем в 2 раза они повысились, если вы посмотрите последнее обслуживание жилого фонда в домах, обслуживание лифтами, водопроводами, 22 рубля 6 копеек. Да. Через какое-то время появляется совершенно другая, можно показать уже другую, да, там, оказывается, в квитанции за декабрь была ошибочно размещена информация по повышению тарифов на обслуживание жилого фонда. Тариф с 1 января не изменяется. Так, ну что, можно опять свет включить. Да. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, это что такое? Роман Ильич, по законодательству мы обязаны уведомить жильцов об изменениях в оплате их услуг. Значит, таблица сводная, которая предоставлена была на первом слайде. Это ТСЖ? Я, к сожалению... Это ТСЖ. Я уже знаю, что это ТСЖ. Я вам подсказываю. Это ТСЖ. Собрание там было проведено? Я подсказываю, нет. Простите, Роман Ильич, я вынужден ответить все-таки на первый ваш вопрос. Для чего это было сделано? Как Давай. это сделано и на основании чего? То есть нас поставщики соответствующих ресурсов уведомили об изменении их тарифов. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю как раз о вашем тарифе обслуживания жилого фонда в домах, которое было 11 рублей, а стало 22. Ну, там, видимо, было решение правления ТСЖ. Я вам подсказываю, не было. Давайте разберемся. Разберитесь. Это не мне надо разбираться, это вам надо разбираться. По одной простой причине, что вы и в связи с тем, что вот эта допущенная ошибка, то есть сначала вы людей взяли, фактически подняли, сказали о том, что у них все увеличивается, потом извинились о том, что была допущена какая-то ошибка непонятная. Но это издевательство. Ну, я уверен, что это было сделано непреднамеренно, как вы понимаете. Случайно. После этого пошли другие счета, да, там как бы с полностью, я понимаю, что там согласно 37-му мы можем выставлять раз в год, раз в квартал, раз в месяц, но это надо понимать. Ну, 307 здесь ни при чем, во-первых. Это уже говорю про другую ситуацию. И она опять же на этом же фонде. Вы поймите, что сегодня такой работой мы фактически сегодня, да, там вот такой работой, неправильным управлением и всем остальным, мы рождаем недоверие к нам же, к вам. К администрации, которая не может разобраться с вами. Хотя фактически на сегодняшний день действительно у нас нет рычагов влияния.